все эти фермы, которые, надо посмотреть, сколько им земли надо, сколько там все эти проработки. Вот и еще. Проработать механизмы поддержки аграриев поручил глава Ингушетии региональному Минсельхозу в ходе посещения КФХ Назрановского района. Для меня это, конечно, очень хорошая помощь. Я думаю, не одна так, я думаю. Документов достаточно много собирать, но оно того стоит. Для повышения рождаемости и доходов населения о мерах господдержки, продлении и увеличении материнского капитала в выпуске. Хлеб греет душу, к нему нужно относиться бережно. Хлеб – это главная еда. Буханка или надежда на спасение. Акция «Блокадный хлеб» объединяет всех жителей страны. 76-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда вспоминали и в первой школе села Барсуки. Выше гор только альпинисты. 3 февраля в Ингушетии стартует чемпионат России по альпинизму в техническом классе. Проблемы коммунальные. Что волнует жителей микрорайона Восточный и когда до них дойдут блага цивилизации? Насущные вопросы обсудили на встрече. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Глава Ингушетии подписал указы о новых назначениях в правительство региона. Так, первым заместителем председателя правительства назначен Владимир Сластенин, который до этого был советником Махмуда Калиматова. Владимир Сластенин ранее занимал должности руководителя департамента финансов, первого зама главы Самары, а также имеет опыт работы в банковской системе на управляющих должностях. Исполняющей обязанности министра экономики, промышленности и торговли республики назначена Лиана Плиева. На этом посту она сменила Евгения Макаренко, который возглавлял министерство с ноября прошлого года. До утверждения на новой должности Лиана Хамадхановна работала в казначействе Москвы, имеет опыт работы на различных должностях в Главном региональном управлении Центрального банка, а также в постпредстве Ингушетии при президенте. На должности начальника госуправления автомобильных дорог региона остается Батыр Хамадханов. Глава Ингушетии Махмуд Калиматов поручил региональному Минсельхозу проработать механизмы поддержки ингушских аграриев. Об этом он заявил в ходе посещения крестьянско-фермерских хозяйств Назрановского района. Руководитель региона лично на месте изучил проблемы и нужды фермеров сельскохозяйственного сектора республики в целом. Подробности в репортаже Хади Добриевой. КФХ Кадзоев Исрапил Исаевич занимается в основном разведением крупного и мелкорогатого скота, птицы, а также растениеводством и производством молока и мяса. На данный момент поголовье мелкорогатого скота насчитывает в хозяйстве около 700 овец, из них 150 ягнят. В КФХ побывала глава республики. По словам фермера, продукцию не приходится вывозить на рынок. Молоко и мясо забирают прямо с фермы, в том числе и в другие регионы. Объем реализации мяса 8 тонн в год. Будем помогать тем, кто в действительности, не только там бумаги, пятых люди, справки с гулыги, с хавчку 20 дней, значит, если вот реальные такие есть, значит, надо на это обращать внимание. Надо помогать этим людям. Ты делаешь очень большое дело. Сколько у тебя гектаров? 200 гектаров под пахоту. Тебе хватает на этот объем? Честно говоря, мало. Вот у меня вот критически не хватает пастбищных угодий. Изучите этот вопрос, изучите его перспективы развития, сколько у него будут через год, через 5 лет, если он предполагает. Можно посчитать это все, сколько ему надо гектаров. Сдавать мочаду. Только вот я даже ни разу на рынок не выезжал. Только приезжают, забирают? Конечно, сюда приезжают, забирают. Вот Каншу, Далакова. А сколько забирали? Сколько было, столько и забрали. Каждый день мне звонят, молоко есть, мясо есть. Барана продать, бычка продать. То есть, если было бы там 2-3 тысячи, неважно. Никаких проблем. И что для тебя нужно? Мне нужно вот немножко вот финансовой помощи. Я хочу перспективы, если дал эту бахты 200 голов, чтобы поставить, постоянно, чтобы стоял 200 голов на корме, да, на мясо. Сегодня 2 бычков зарезал, на их месте от других поставил. Вот отделил дойных под мясо. А у меня вот вся эта орда вот ходит вместе, да, и на самом деле так нельзя делать. У тебя помещения нет? Вот у меня нету ничего, вот это уже ветхая, она валится. Язык ханда халч, он служит, она услугу дерцинах.
В целом, если говорить, какая сумма? В целом. Не, вообще вот по хозяйству. По хозяйству, чтобы построить то, что я вот говорю, Да. вот, там 2 тепляка вот для овец и для крупнорогатых скотов по отдельности. И 1 вот индюшатник вот, на 2000 штук. Я рассчитал, где-то там выходит с рабочей силы чуть-чуть более 6 миллионов. И все. Да, за эти деньги его можно создать себе хоть какие-то За 6 миллионов. Да, вроде небольшие деньги. Руководитель субъекта заявил, что земля должна изыматься у тех, кто не использует ее, и передаваться деятельным людям. Глава поручил региональному Минсельхозу изучить и решить вопросы и проблемы всех КФХ. Реально Бог бы шагнул. Бог бы Я говорю, вы ему должны помогать проработать тех условия, проекты, полностью цингулов не душу. И я тоже. Потому что мы должны создать условия. Тогда можем требовать, чтобы он за свет, за налоги и все платил. Все эти фермы, которые, надо посмотреть, сколько им земли надо, сколько там все эти проработки. Вот и еще. В беседе с главой республики Исрапил Кадзоев подчеркнул, что поддержка государства позволит хозяйству осуществить намеченные планы в полном объеме. То, что сегодня вот глава республики оказал нам такое внимание и обещал вот поддержку всему вот агропромышленному комплексу, особенно крестьянско-фермерским хозяйствам, которые на самом деле реально работают и добились реальных результатов. Это для нас, конечно, очень отрадно, и мы очень рады, что такое внимание наконец-то должным образом оказано. Также Махмуд Али Калиматов посетил КФХ Долгиев Муратбек Ахметович в сельском поселении Далаково, основным приоритетом которого является выращивание овощей, декоративных деревьев, цветов, бахчевых фруктов. Здесь в основном питомник находится. Ну и сады еще, фруктовые сады в основном, для производства соков, повидла, компотов. В питомнике выращиваем туи, вечно зеленые любые растения, в принципе, начиная от ели и кончая можжевельником. По словам владельцев, хозяйство было создано еще во времена СССР. Его площадь составляет 200 гектаров пахотных земель, на которых выращивается примерно 8-12 тонн кукурузы в год. Урожай яблок, слив, вишни и груш доходит до 8 тонн. Из растений преобладают туи и елки. Среди цветов – розы, которые приобретают у фермера скупщики из других регионов. Но помимо растений в хозяйстве есть также 200 голов крупнорогатого скота и 100 голов овец. Работники хозяйства посетовали, что в республике не хватает грамотных специалистов в сфере АПК, в том числе ветеринаров и агрономов. Нам нужно поднять сельское хозяйство. Я готов помогать. И почему я приезжаю и буду ездить? Не тем, которые там взяли, ни поля нет, ни трактора нет. И кяхташ гулдились фальшивый. Хардетесь? А так фермер вот работает, он там мучается весь сезон, и зимой у него проблемы. А тот просто документы взял, и в раз его список. А ты спроси, сколько у него земли, сколько у него техники, что он собирается делать, есть ли у него удобрения, есть ли у него специалист. Ведь у специалиста технологов нет. Глава региона отметил, что с 2021 года власти республики будут делать упор на эти специализации и направлять молодых людей для обучения на целевые места с условием возвращения в республику. Материнский капитал можно будет тратить по-новому. Президент России Владимир Путин разрешил использование средств мат-капитала на погашение ипотеки или на первый взнос по нему до того, как ребенку исполнится 3 года. О дополнительной мере господдержки семей с детьми глава государства заявил в ежегодном послании Федеральному собранию. С 1 января более 460 тысяч на первого ребенка, при рождении второго плюс 150 и погашение ипотеки на сумму 450 тысяч рублей после появления на свет 3-го ребенка. Тему продолжит Зелимхан Калуев. Дети и семья в послании президента были в центре внимания. Задачи государственного масштаба – сбережение и приумножение народа России. За этим лозунгом забота о каждом. По статистике, среди семей с низкими доходами больше всего тех, где есть дети. Иногда много детей. Предложение Владимира Путина – поддержать тех, чей доход невысок, помочь молодым мамам. А еще существенно расширить программу материнского капитала. Выплаты на первого ребенка позволят с уверенностью смотреть в завтрашний день тем, кто только планирует подарить жизнь. В этом уверена и Зарема Гагиева, которая в этом году родила первенца и подготовила все необходимые документы.
Для меня это, конечно, очень хорошая помощь. Я думаю, не одна так, я думаю. Документов достаточно много собирать, но оно того стоит. Конечно, наверное, как и все мамы нашей республики, я рада этому событию. И будем надеяться, что это утвердят и что в скорейшем времени это будет будет реализовано везде, во всех субъектах Российской Федерации. И это, конечно, есть очень хорошая дополнительная помощь и для работающих, и для неработающих. Так что только одни положительные эмоции и отзывы. В Ингушетии уже выплачивают единовременное пособие при рождении ребенка, это 17 479 рублей. Пособие по уходу за ребенком на первенца 3277 рублей, на второго и последующих 6500 рублей. Также по инициативе главы государства в 2017 году в конце декабря был подписан закон о ежемесячном выплате семьям имеющих детей. Эта выплата у нас была введена впервые, такого никогда и не было. На первого ребенка установили ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума за второй квартал соответствующего региона. То есть зависит от региона прожиточный минимум. Таким образом, выплаты в 2019 году составляли более 9500 рублей. С этого года его размер 10 246 рублей. Эта мера действует до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. К слову, рождение первого ребенка часто откладывают, поэтому президент предложил новую схему выплаты материнского капитала, чтобы поддержать молодых родителей и помочь им решиться. Прежде, все годы действия программы, женщина получала материнский капитал только после рождения второго ребенка. И для таких семей с 1 января сумма выплаты увеличится на 150 с лишним тысяч рублей и составит 616 тысяч. Отныне семья, в которой появился первый ребенок, уже может получить мат-капитал. В случае рождения или усыновления второго ребенка мать, которая получила выплату за первенца, может рассчитывать на дополнительную помощь 150 тысяч рублей. А если эта же семья решится на третьего ребенка, ей положен сертификат на погашение ипотеки еще 450 тысяч рублей. Итого, российская семья с 3 детьми получит от государства больше 1 000 000 рублей социальной помощи. Программа материнского капитала продлится минимум до конца 2026 года. Впрочем, и мат-капитал и льготная ипотека – это лишь часть демографического пакета. С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают 2 прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до 1,5 лет, как прежде, а до 3. Когда ребенку исполнится 3 года, установленные выплаты прекращаются, и значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Президент подверг критике недостаточное обеспечение российских семей, поэтому предложил ввести выплаты для детей от 3 до 7 лет. Выплата на первом этапе составит у нас половину прожиточного минимума, 5500. Но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система. И если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5500, сделаем следующий шаг. И будем выплачивать со следующего года уже целиком. В регионах, в каждом регионе по-разному. Будем выплачивать полный ПМ. Это 11 с лишним тысяч. Пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком. Мы с вами хорошо знаем по своим детям и по своим внукам. Ребятишки в этом возрасте, что называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на работу. В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Причем уже с 1 января 2020 текущего года. Кого затронет эта мера и как, полагаю, она должна действовать? Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают 1 прожиточного минимума на человека. То есть, действительно, со сложной, очень сложной ситуацией. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан, чтобы они могли все оформить без очередей и преград. Или дистанционно через соответствующий государственный портал. В каждом субъекте федерации, как я уже сказал, доходы могут разниться.
Пока о выплатах речь, конечно, не идет, так как закон еще не принят. Эти меры предложены, но на федеральном уровне они должны быть закреплены законом. После опубликования данного закона будет принято постановление правительства Российской Федерации, где будет определены четкий порядок, куда сдавать, какие документы надо собрать. И в дальнейшем будем информировать наших граждан по этой теме. А примерное принятие вот этих законов где-то весной. Бывает, от наших граждан продлены пособия от 1,5 лет до 3 лет по уходу за ребенком. В настоящее время они не продлены. Таких данных у нас нет, что на законодательном уровне пока что эти виды пособия не продлены. Доверие, надежда и уверенность в завтрашнем дне. Все эти разносторонние меры президент в послании объединил общей целью – сбережение народа России. Большинство мер поддержки начинают действовать задним числом, с 1 января этого года. А значит, детей, которые родились после боя курантов в новом десятилетии, можно назвать счастливчиками. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Министерства России по делам Северного Кавказа. Его функции передают Министерству экономического развития России, которое является правопреемником Минкавказа по обязательствам, в том числе и возникшим в результате судебных решений, говорится в документе, который опубликован на сайте Кремля. Вся страна готовится отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Увековечить подвиг бесстрашных защитников Родины призван проект Минобороны «Дорога памяти». 9 мая в подмосковном парке «Патриот» откроется главный храм вооруженных сил страны. Дорогой к нему длиной в 1418 шагов, символизирующих количество дней и ночей войны, станет уникальная мультимедийная экспозиция, созданная на основе фотодокументов о бойцах, командирах, тружениках тыла. Сколько фамилий участников войны собрано в Ингушетии, о значимости и правилах участия в проекте. Репортаж Светланы Томовой. Проект «Дорога памяти» объединит десятки миллионов фотографий и данных фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, всех, кто своим трудом и ценой жизни приближал победу над врагом. В Ингушетии посредством родственников, музеев и архива удалось собрать данные свыше 11 тысяч участников Великой Отечественной войны. С фотографиями, правда, пришлось посложнее. Их оказалось всего чуть больше 260. Это очень значимый проект. Для нас он тем более значимый. Для нашего малочисленного народа, что наш народ принял такое активное участие в защите Родины от немецко-фашистских захватчиков. Это для нас многого стоит, потому что мы в данное время можно сказать, мы восстанавливаем ту справедливость, которая должна восторжествовать. На сайте Минобороны запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда каждый, у кого в семейных архивах сохранились фото, вещи и документы участников войны, получит возможность загрузить данные о своих родственниках-фронтовиках. Все загруженные материалы пройдут модерацию, обработку и будут соотнесены с уже существующими данными. Зайти в сайт «Дорога памяти». Вот туда вот заходите, нужно опубликовать там, закрепить фотографию. После этого вы там пишете историю, если есть звание, фамилия, имя, отчество, место рождения, дата рождения, дата призыва, каким военкоматом был призван, дата гибели или смерти, сведения о награждениях, каким муниципальным образованием, то есть военным комиссариатом было представлены сведения, и субъект, и фотографии тоже. Каждая из этих фотографий имеет свою ценность и большое значение для нашего народа. Это люди, которые ценой своего здоровья и жизни отстояли мир на земле, поэтому память о них не должна кануть в лету. Мы должны не забывать об участии наших отцов, наших дедов в этой войне.
их подвиги должны быть не забыты и должны быть обнародованы. У нас есть и факты, и архивные справки у нас есть, о некоторых мы запрашивали. Но в большинстве случаев это была очень кровопролитная война, и учет всех безвозвратных потерь вести было невозможно, поэтому некоторые данные приходится искать среди населения. В архивах их просто не бывает. Министерство обороны Российской Федерации реализует план строительства в парке «Патриот» главного храма вооруженных сил. На территории храмового комплекса будет возведена галерея «Дорога памяти». В ней на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников войны. Мемориал посвящен всем основным этапам Великой Отечественной войны. «Дорога памяти» — это 35 мультимедийных залов, новейшие технологии для максимального реалистичного погружения посетителей. «Дорога памяти», словно машина времени, отошлет посетителя на 75 лет назад. Героическая оборона Брестской крепости, блокада Ленинграда, Курская битва, мемориал «Дорога памяти» объединил все страницы истории Великой Отечественной войны. Войны, которая длилась 4 долгих года. Войны, которую нельзя забыть. Войны, которая навсегда останется в памяти. Проект призван объединить соотечественников идеей увековечения памяти всех участников войны, сохранения исторического прошлого, развития патриотизма, воинской славы России и приурочен к 75-летию Великой Победы. Поэтому жители Ингушетии просят принять активное участие в этом проекте. Светлана Томова, Магомед Дидигов, Новости 24. Малгобек как город воинской славы будет представлен в поезде Москва-Петербург в рамках федерального историко-туристического проекта «Поезд городов воинской славы». Большой стенд и выставка с полной информацией о городе, всех сражениях, проходивших в Малгобеке в период Великой Отечественной войны, о присвоении Малгобеку статуса города воинской славы будут размещены в одном из вагонов поезда. Инициатор проекта – благотворительный фонд «Посети Кавказ». Акция посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта планируется запуск курсирующего поезда по маршруту Москва-Санкт-Петербург с тематическим оформлением вагонов, рассказывающих о вкладе всех городов воинской славы в победу и об их туристическом потенциале. Ну а в эти дни мы вспоминаем жертв осажденного в 40-х годах города на Неве. 27 января исполняется 76 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. В преддверии памятной даты в стране запущена акция памяти «Блокадный хлеб». К ней присоединилась и Ингушетия. Цикл памятных мероприятий охватывает театры, школы, музеи республики. Там проходят конференции, круглые столы, уроки мужества. Почтили память жертв военной блокады и в первой школе села Барсуки. Наш корреспондент расскажет. Не кануло в лету, это значит что? Не забыто. Не забыто, мы не забудем это никогда, и бесследно это не исчезло. В этом уютном кабинете ученики со своей классной руководительницей приготовили памятный урок о самых героических и трагических страницах Великой Отечественной войны – блокаде Сталинграда. Завершилась она в конце января 1944 года, когда войска Ленинградского, Волховского и Второго Прибалтийского фронтов отбросили немецкие войска от города. Тот день стал для жителей одним из самых счастливых, одновременно и скорбных. Ведь за все время блокады погибло 800 тысяч человек. Причина массовой смерти – голод. Цена хлеба в то время была неизмеримой. Хлеб греет душу. К нему нужно относиться бережно. Хлеб – это главная еда. Слава миру на земле, слава хлебу на столе. Голод, которому подверглись ленинградцы, нельзя прочувствовать. Символом блокады стал небольшой кусочек хлеба в 125 грамм. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена в самые трудные дни блокады. Услышав истории во времена осады, дети начинают задумываться. И видно, как переживания за прошлое наполняют их сердца. Надо беречь мир, чтобы больше это не повторилось. Я представил себя на их месте, как им трудно было пережить эти дни.
Хлеб стал основным продуктом для жителей блокадного города. В дневнике генерала Франц Гельдера была запись, приказ фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения. Но за исторический город сражались до последнего и держали оборону. Тогда Франц Гельдер подписал приказ сухопутным силам Севера о блокаде Ленинграда, чтобы сломить сопротивление путем голода и лишений. Дети именно к этому уроку готовились с большим желанием. Проведя это мероприятие, я поняла, что наши дети провели это все через себя, пронесли это, через свою душу. Видя, смотря в их глаза, я поняла, что действительно им было больно вспоминать вот это все, то, что было в блокадном Ленинграде. Мероприятие поможет сохранить историческую память в новом поколении. Школьники уже задумываются, к какому итогу привела эта война. Приходят к пониманию, чтобы предотвратить очередной кризис человечества, люди должны помнить ошибки прошлого. Целью мероприятия было также желание донести до учащихся ценность пищи, которая является основным источником жизненной энергии. Мы относимся к хлебу не так, как должны относиться. Часто мы выбрасываем хлеб. Бывают такие моменты, что ребенок может и наступить на кусочек хлеба. Наравне с другими народами на разных фронтах Великой войны в те грозные дни для всей страны воевали и представители ингушского народа. Более 100 ингушей билось за город. Одним из них был Яхья Сукиев, который несколько лет назад покинул наш мир. Мероприятия будут проходить во всех государственных учреждениях региона до 27 января. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24. МЧС информирует, завтра в регионе ожидается похолодание, мокрый снег. Температура опустится ниже нуля. В этой связи могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Сотрудники МЧС призывают водителей в условиях плохой видимости соблюдать дистанцию и не превышать установленную скорость. По словам специалистов, такая погода может сохраниться до конца недели. А в выходные и вовсе температура может опуститься до 13 градусов. Напоминаем, единый номер всех экстренных служб с мобильного телефона 101, со стационарного 01. На территории республики наблюдается усиление ветра в низменной части до 12 метров в секунду, в горной части до 18 метров в секунду. Значит, согласно данного прогноза, для жителей республики, значит, на сайте Главного управления имеются рекомендации по действию той или иной ситуации в случае ухудшения погодных условий. На 4500 мест будет увеличена квота России на хадж в Саудовскую Аравию. С этого года она составит 25 тысяч мест. Договоренность об этом была достигнута на встрече делегации хадж-миссии Российской Федерации с министром по хаджу и умре Королевства Саудовская Аравия. По ее итогам подписан соответствующий протокол. Чемпионат России по альпинизму в техническом классе пройдет в регионе с 3 по 16 февраля. Лучших экстремалов примет горный массив Киази в Джайравском районе. Прием заявок уже закрыт. Свое участие в предварительных восхождениях уже подтвердили многие скалолазы России, многократные победители всероссийских и международных соревнований. Группы участники будут состоять из 2-4 человек, имеющих разряд по альпинизму не ниже первого. Победители определят на основании лучших восхождений, пройденных каждой командой. Напомню, Ингушетия принимает чемпионат России по альпинизму в техническом классе уже 4-й год подряд. Теперь в горном районе, где проводится турнир, появились новые альпинистские маршруты наивысшей категории сложности. Для участников будет разбит альп-лагерь. Не ездит общественный транспорт, не проложен водопровод, нет социальных объектов. Это не весь перечень проблем жителей Сунжинского микрорайона Восточный. Свои чаяния и надежду на лучшую жизнь они озвучили на встрече с местными властями. Восточный – относительно новый микрорайон. О перспективах его развития сюжет Дианы Дударовой. Молотхан Арабханова вместе с супругом и 2 детьми переехали в новый дом полгода назад. Как и любой хозяйке, ей трудно представить свою кухню без плиты. Правда, газом еще не подключили. Вот и приходится прибегать к помощи газовых баллонов. Также в поселке Восточном еще не проложили воду. Правда, есть электричество, что позволяет подключить обогреватели и согреть дом. Нам очень нужны газ и вода. Также здесь не хватает общественного транспорта. Решение всех этих вопросов значительно облегчило бы проживание здесь.
Отсутствие жизненно важных ресурсов не единственная проблема в Восточном. Здесь также актуальны и вопросы общественного транспорта, ощущается недостаток соцобъектов. Обсудить и согласовать дальнейшее развитие поселка с ее жителями выехала местная администрация совместно с депутатами горсовета. Так как в поселке не проведены коммуникации, многие не хотят заселять свои дома. Сейчас в первую очередь ждем, пока решится вопрос с газом. По всему поселку можно наблюдать, как появились газовые трубы. Строительство газопровода здесь началось еще в прошлом году. Газификацию провели в каждом доме, и сейчас остаются последние штрихи. Совсем скоро жители смогут заключить договоры на поставку голубого топлива. Уже в марте 2020-го объект начнет подавать коммунальный ресурс. Что касается воды, в этом году здесь начнется строительство водопровода. Местная администрация обещает завершить его строительство до конца 2020-го. Обеспечить жителей качественной питьевой водой – одна из главных задач. До конца года здесь проложат водопровод по программе «Чистая вода». Один из главных вопросов жителей к местным властям, когда в их поселке появятся соцобъекты. Ведь населенный пункт постепенно заполняется, и в большинстве своем семьями с детьми. Тут отведен земельный массив под строительство школы, дворца культуры. Тут есть участок, отведенный под детский сад. Вот это я буду уже выходить на руководство республики, чтобы нас поддержали в построении вот этих таких важных социальных объектов. Ну а пока дети вынуждены добираться до школ других районов, ближайшая из которых находится в 8 километрах от поселка. Отсюда вытекает еще одна проблема – как и на чем добираться. У меня двое детей в школу ходят. Один мальчик в 2 класс, девушка в 1 класс. Я их отдал в интернат, потому что у меня возможности нету их каждый день возить и привозить, поэтому приходится так. С этими трудностями хорошо знаком и Али Боков, один из первых поселенцев поселка. Проживает здесь около 20 лет. У Али 13 детей. Некоторые так и закончили школу, не дождавшись появления школьного транспорта. И только в последние годы, когда Минобр выделил автобус для школьников, ему не приходится ломать голову, как доставить оставшихся 2 детей от дома до образовательного учреждения. Тяжелые времена уже позади. Детям иногда приходилось по 10 километров добираться пешком. С тех пор, как у нас появился автобус, стало намного легче. Правда, он частенько ломается. К сожалению, этот автобус детей довозит только до трассы. От нее уже приходится добираться пешком. А ведь и дома некоторых жителей находятся в нескольких километрах от дороги. Детей возят в школу. Это школьный автобус, который есть при каждой школе. Но насколько люди жалуются, что вот данный автобус не регулярно делает свою работу, я буду уже работать по этому вопросу с директорами школ, и этот вопрос должен быть снят. Содействия в вопросе транспортировки школьников жители уже добились. Только всем остальным, в том числе и студентам, уже приходится добираться своими силами. Тратиться на такси невыгодно, а собственный транспорт есть не в каждом доме. На встрече с жителями присутствует и директор Ингуш-Автотранса Беслан Сапралиев. Здесь же решили, уже на этой неделе в городе будет новый транспортный маршрут – Восточный Сунжа. 8 он будет отправляться отсюда в город, из города 18:30 будет сюда ехать. Все, это вопрос исчерпан. В течение дня несколько рейсов. Со рейс оттуда делаешь, чтобы в обед тоже по ходу откорректируем. Да, но эти 2 рейса обязательно с завтрашнего утра. До штоларио наха. С 8 будет отправляться автобус. А за цигиш остановка йогишан, чтобы под дождем не стояли. Здесь на месте совместно с жителями работники администрации определили место для остановки. Глава города, в свою очередь, обещал рядом с ней установить фонарные столбы. Электросети здесь проложены усилиями местных жителей. Только на некоторых линиях низкое напряжение, а все трансформаторы до сих пор не стоят на балансе администрации. Пока они стоят. Все вот, как бы сегодня, завтра вот уже продлевается 8 лет уже. Глава города взял этот вопрос под контроль и поручил узаконить пользование электроэнергией. Поселок Восточный городского округа Сунжа основан в 2000 году. Еще несколько лет назад здесь едва ли можно было встретить пару десятков домов. Сейчас же он постепенно заселяется. Уже есть газ, электричество, а до конца года появится и водопровод. Жители надеются, что и развитие инфраструктуры не заставит себя долго ждать. И в скором времени появятся соцобъекты, которые, несомненно, улучшат качество жизни. А вместе с этим желающих заселить и местность станет больше. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.
82 года исполнилось бы сегодня выдающемуся писателю Саиду Чахкиеву. Поэт, драматург, переводчик и общественный деятель. Он внес большой вклад в ингушскую литературу. Его пьесы с успехом идут на сценах театров не только Чечни и Ингушетии, но и на Украине и в Казахстане. В разные годы Саид Чахкиев занимал ответственные должности главного редактора газеты «Сердало», директора Республиканского кукольного театра, министра культуры Ингушетии. Он написал более 30 поэтических и прозаических сборников в разных жанрах. Стихи, рассказы, пьесы, повести и романы. Всю жизнь он с глубоким уважением относился и к родному краю, и к родной литературе. Память о нем живет в сердцах его близких и всего народа. Голосуем за Магаз. Город Солнца участвует во всероссийском конкурсе «Город России. Национальный выбор». Всего в конкурсе принимают участие более 80 городов страны. На данный момент в рейтинге Магаз занимает 9-е место. В первой тройке Владимир, Смоленск и Севастополь. В силах жителей республики все изменить и поднять рейтинг города. Голосуйте активнее. Конкурс завершится 30 декабря. Отдать голос за свой город можно на сайте голосгородроссии.рф. Голосовать можно ежедневно, но не более одного раза в сутки с одного IP-адреса. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.